22 августа 1810 года в крепости Владикавказ представители 6 родов, проживавших в Назране, подписали акт о вступлении в российское подданство. Присоединение ингушей к России не было однократным явлением. Так, еще в 1769 году представители ингушского народа обратились к кизлярскому коменданту с просьбой принять их в русское подданство. А в 1771 году ингушские старшины принесли присягу России. Народ ингушей, известный также под именем кистов или киштинцев, обитающий между рек Терека и Сунжи, будучи трудолюбив и покоен, искал освободиться от притеснения кумыков и кабардинцев. Они взошли с просьбой о том к кизлярскому коменданту и по собственному их желанию приняты в 1769 году в российское подданство и дали аманатов. Писал об этих событиях известный кавказовед XIX века Будков. Однако окончательной датой добровольного присоединения Ингушетии к России считается 1810 год, когда во Владикавказе был подписан окончательный официальный акт с представителями ингушского народа. 16 августа 1834 году в письменных источниках донесения Розина военному министру Чернышеву появляется первое упоминание о предводителе Ташав-Хаджи. Ташу-Хаджи, именуемый в источниках Андреевским мулой, а чеченцами Вов-Хадж, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народа XIX века. Соратник Шамиля, Ташав-Хаджи, крупная политическая фигура имамата и самый грозный конкурент Шамиля в 30-е годы XIX века. Фактически это был самостоятельный лидер, возвысившийся благодаря своему незаурядному предводительскому дарованию. Известно, что в 1834 году, когда в Дагестане состоялся съезд, на котором рассматривались две основные кандидатуры на пост имама Шамиль и Ташу-Хаджи, большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако сохранил независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. В августе 1852 года в Чечне практически повторилась история знаменитого сражения натеречного села Дади-Юрт, сожженного в 1819 году до основания карательным отрядом. Так, 11 августа 1852 году большим отрядом под командованием полковника Бакланова был окружен и беспощадно разорен аул Гардали на берегу реки Мичик. Разорение мирного аула прошло без всяких оснований в рамках так называемой военной операции князя Баратинского в Большой Чечне, в ходе которой с целью оставить в зиме горную Чечню без продовольствия. Основное внимание было акцентировано на уничтожении посевов и разорении аулов Большой Чечни. Аул Гардали был атакован отрядом Бакланова и разрушен до основания. Однако окончательно овладеть аулом ввиду больших потерь отряд так и не сумел. При обратном движении баклановцев оставшаяся часть гардалинцев при содействии населения близлежащих аулов устроила засаду в отместку за разорение аула, разгромил отряд карателей. В августе 1913 года в Грозном началась массовая забастовка рабочих, нефтяных промыслов и других предприятий Грозного. Забастовка в общей сложности продлилась до 6 октября этого же года. В первый же день забастовки состоялся митинг рабочих города Грозного и его окрестностей с соглашением 53 экономических и политических требований к властям и предпринимателям. Рабочие предъявили нефтепромышленникам требования установить 8-часовой рабочий день, повысить зарплату, предоставить квартиры, открыть школы для детей рабочих и организовать детям бесплатное обучение. Нефтепромышленники сопротивлялись долго и упорно. Забастовка длилась почти месяц, и поэтому фирмы терпели колоссальные убытки. Выступление рабочих закончилось практически их победой. Рабочие добились удовлетворения ряда выдвинутых требований. 30 августа 1936 года на окраине Грозного в Черноречье родился человек, которому было суждено стать звездой и поднять национальную культуру на небывалую высоту. Заслуженный деятель культуры, народный артист СССР Шитат Шамсудинович Эдисултанов. В 1957 году на казахском радио он услышал объявление о наборе в чечено-ингушский ансамбль песни и танцы и решил принять в нем участие. Так он и стал артистом. В свое время Эдисултанов организовал музыкальный коллектив «Илли». К концу 80-х Эдисултанов становится признанным мастером разговорного жанра. «Нет равных, нет похожих», его цитируют. Как сказал Эдисултанов, он обожал свою работу, своих зрителей, даже тех, над кем смеялся. Без его участия не проходит ни одно значительное мероприятие в Грозном, в республике. Что бы он ни делал, о чем бы он ни говорил, окружающие замирали. Дом Эдисултанов в то время напоминал филармонию и музей одновременно. Шита Эдисултанов умер после продолжительной болезни 7 августа 2002 году.
23 августа 1951 года в городе Караганда, Казахская ССР, в семье чеченского богослова и просветителя Абдулхамида Кадырова родился видный чеченский религиозный, государственный и политический деятель Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Ахмад Кадыров несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия и был известен как мужественный, решительный и принципиальный человек. В 1999 году он бросил вызов Масхадову и Басаеву, организовавшим вторжение боевиков в Дагестан. 5 октября 2003 года Ахмад Кадыров стал первым избранным президентом Чеченской республики. До этого на протяжении почти 3 лет занимал пост главы администрации республики. Указом президента Российской Федерации от 10 мая 2004 года за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской республики и в борьбе с терроризмом, Кадырову Ахмаду Абдулхамидовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В августе 1958 года в столице Чечено-Ингушетии в Грозном прошли массовые этнические конфликты. Основными лозунгами выступлений были прекращение переселения чеченцев и ингушей обратно из мест ссылки и защита русских от бесчинств чеченцев. Между тем, собственно, чеченцы в Грозном практически не пострадали нападением, в основном подверглись административные здания и учреждениям. Выступления сопровождались множеством побочных инцидентов, грабежей, погромом административных зданий и сведением личных счетов. В центре относительно небольшого города буйствовала толпа численностью до 10 тысяч человек. В результате беспорядков в городе пострадало 32 человека, в том числе 4 работника МВД. 2 человека из числа гражданских умерли, 10 были госпитализированы. Беспорядки отчасти были спровоцированы тогдашним руководством ЧССР, стремившихся сорвать возвращение чеченцев и ингушей на свою историческую родину. 30 августа 1957 года в Грозном в кинотеатре «Родина» прошла первая демонстрация широкоэкранного фильма. Широкоэкранный метод съемки благодаря новым разработкам в СССР был освоен уже в 1955 году. В этом же году были сняты первые широкоэкранные документальные фильмы. В следующем, 1956 году, были запущены 3 широкоэкранных художественных фильма. Эти фильмы фактически пришли в Грозный в 1957 году. В начале 60-х в Грозном был построен первый широкоэкранный кинотеатр «Космос», специально построен именно как широкоэкранный. В 1966 он был переоборудован под широкоформатный. Первым широкоформатным фильмом, показанным в Грозном, стал фильм «Сказка о царе Салтане». Примечательно, что на всем Северном Кавказе по тем временам было по одному широкоформатному кинотеатру на республику. Позже в республике появились кинотеатры «Юбилейный», «Россия», «Радуга» и позже всех кинотеатр «Юность». 19 августа 1991 года в Москве была предпринята неудачная попытка государственного переворота. С целью отстранения, по мнению организаторов, слабого и безвольного Горбачева от руководства страной и сохранения СССР был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению и осуществлен ввод войск в ряд крупных городов СССР. Руководство Чеченской республики поддержало попытку переворота, однако против выступил Общенациональный конгресс чеченского народа, который потребовал немедленной отставки правительства республики и выхода из состава СССР и РСФСР. 24 августа на площади Ленина прошел митинг, в ходе которого толпа снесла памятник Ленину. Попытка переворота кончилась безрезультатно, а организаторы выступления были арестованы и привлечены к ответственности. После августовского путча уже осенью этого же года Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу подошла к грани прямого вооруженного вмешательства.